ребят. Упал. Через кусты, блин, неудобно было стрелять. Думал, рикошет будет. Но, да, есть. Есть контакт, ребят. Примерно так. Самочка, наверное. Ну да, похоже на то. Вот такой рябчик, ребят. Отличное попадание. Куда прицеливался, туда и попало. Я еще чай не пил. Все еще ищу место, где бы сесть нормально, посидеть. Бревно где-нибудь, свалившись с дерева. Нифига не получается. Этого рябчика тут я оставляю. А там у меня остался первый, который я подстрелил. Ну, в упор. Хожу за ним. Все неожиданно как-то получилось. Спонтанно. Взлетела дура, блин. Почему-то одна была. Аккумулятор разрядилась. Рыбану подсоединить. Фильм опять длинный будет. Но снимаю как есть, как я иду, где хожу, что можно вообще подробно заснять, но этот фильм уже надоест нам всем. Ну как-то так. Примерно так. Так. Все-таки, наверное, чуть в сторону отойду. Вот где-нибудь здесь привал небольшой сделаю. В принципе, заслужили уже. Смотрите, какой ельник без подсада. Красиво тут. Все. Буду я здесь пить чай. Ну что, перекус, запах дыма, запах костра сделаем. Друг наш косолапый, может где-то рядом ходит тоже. Фонарик. Рюкзак закинул.
Вот так удобно. Консервы. Так, Балтийский невод, скумбрия в масле взял. Знаете, консервы, блин, рыбные сейчас подорожали, как говядина. Цена такая же. И ложку не взял. Нормальный ход. Забыл. Написал, записал, чтобы не забыть. И все равно забыл. Люблю костер. Ужасно как люблю. Люблю осень. Костер. Все четко. Сейчас загорится. Запах дыма. Пусть знаю, что охотник рядом ходит. Открываю по-таежному. Открывашки нету. Блин, соленая. Вот. Сколько раз не сделаешь костер, все равно на тебя будет идти. Так. Ну и чаем мешал. Как мне бабушка говорила, с ножа не надо есть. Это злые люди только с ножа едят. Вкусно. Ну что, жрачку, наверное, особо не буду снимать. Холодно сидеть, задница мерзнет. Ну вот еще
чайок попью. И будет все окей. Мы еще полпути не прошли. Полпути будет в Севидоре. Где-то километров 14 в одну сторону. О, блин. 14 километров в одну сторону. Там в другую сторону уже будем по другой дороге идти. Озера проверять, уток. Будем смотреть. Хотел, ребята, я с ночевкой приехать. Рыбу еще хотел половить, но не получится. Погода портится, во-первых, и времени нету. Снова в город надо ехать, и даже 2 раза. Больше сюда пока не приеду. Если только поеду на вторую избу на охоту. А сюда пока не получится. В общем, довольны должны быть вы, ребят. Потому что часто пойдут сериалы у меня. И в основном охоту и походы. И дождик уже начинается вроде как. До вечера не должно быть, а то спрашивали, когда охота. Будничные дни мои надоели, видно как. Буду выкладывать осеннюю охоту. Начнут спрашивать, когда на буране поедешь. Ну, знаете, не думайте, что я вот так взял и могу любой день так поехать. У меня также нету времени. Также я занят. По возможности, конечно же, снимаю и выкладываю. Стараюсь не задерживать темп. Хотя бы через день, или через 2 дня. В общем, привыкайте к моему каналу. Пойдут будничные фильмы, смотрите будничные. Не нравится, пропускайте. Ждите походы про обычные походы. Хочется рыбалки, ждите видео про рыбалку. Может, когда и выйдет. Заранее не могу обещать. В данный момент вот я на охоте. И до заморозка будут фильмы. Буду снимать фильмы про охоту. А как лед станет, уже, конечно, другая тема пойдет. Ну вот, я немножко попил чаек и дальше пойдем. Сейчас можно 5 километров 3-4 пройти, можно снова сесть попить чаек, потому что на улице прохладно.
Стреляю патронами матч в данный момент. Это уже старые патроны у меня. Начали окисляться уже. Пули окисляются. Вон какие они белые стали. Не знаю, видно, не видно. И, короче, стреляю из мелкашки, боровую птицу. На полцены она дешевле, 10 рублей патрон получается. И в правилах охоты нарезным пока разрешено добывать боровую птицу. Так что, кто не знал, запрет будет, конечно же. Снимать это я не буду. Охотиться, может, и буду, но снимать не буду. Вот так. Не знаю, сколько патронов я уже шлепнул. Получается, 7 патронов уже. 7 патронов я выстрелил. 8. А нет, 7 патронов. Ну, нормально. Без промаха тоже никак. Промах тоже нужен. Целую зиму не стрелял. Привыкаю к новому оптическому прицелу. Прицел нормальный. Пристрелял вчера. Вообще идеально бьет. Ну, с малых расстояний. Для этого и оружие щева. Добывать с малого расстояния птицу, пушнину. А на дальнее расстояние у меня карабин лось есть. Вот так. Все, короче. Идем дальше. Костер потухнет. Техника безопасности. Соблюдаю. Сыро. Мерзла. Моментально потухнет. Ну и дубак на улице. Ну вот. Короче, пойдем дальше. Посмотрим, что-то будет, нет. В кармане пуля. Еще тут пули. Вообще никакого желания нету, чтобы встретился медведь. А поснимать охота. Сейчас тут-то, может, и не будут. Если будут, они возле реки. Там рябины очень много. Все возле реки сейчас крутятся. А мы обратно будем возле реки возвращаться. Вдоль реки-то есть. Вот так. Пошли. Еще сидит, но не вижу. А вон он. Попал под ранок.
подранок. Примерно я знаю, куда он улетел. Первый перелетел вот сюда куда-то. Попал. Все, третьего не будем добывать, ставим. Второй подранок как-то получился. Так, ориентир вон там. Где-то он тут. Перья есть. Неужели убежал? Так, пока выключаю. Что-то серьезно тут потерял я. Перья вот тут. А птица, ребята, вот здесь в стороне. Вот он, самец. Да, даже кишки вырвало. Так, идем за вторым. Но второй вряд ли найдем. Второго. Так, ну вот примерно. Все делается тут примерно. Вышел на дорогу. Сейчас я здесь оставлю рюкзак. Не могу помнится, вроде тут я стрелял. Кружил уже, я не знаю сколько там. Сейчас по-новому вот здесь, именно вот тут, отсюда. Как будто вот здесь я хотел, ну, чтобы отметить. Я обычно сразу же отмечаю примерно там. Или же мох там, дерево повешу. А здесь как-то спешка туда-сюда. Ну, примерно вот тут я вроде как стрелял. Второго он там. Второго я нашел. А первый, сейчас вот там елка. В ту сторону еще. Ну, уже минут 15 я там кружился. Ни в какую. Сейчас по-новому пойду. Хотя бы мне надо перья увидеть. Там перья были, упали, я видел. Но хлопка такого об землю, там туша не упала. Как будто вот не было звука такого. Значит, он куда-то еще сгоряча улетел. Крылья расправил и так они еще пикируют. Будь здоров. Примерно вот тут. Самое главное перья мне найти. Ориентир. Или рябчика даже. Вот елки здесь. Здесь уже тоже проходил я. Который раз уже я тут прохожу. Примерно. Не понимаю. Не понимаю. Так.
Я вижу перо. Это чье перо, интересно? Одно перышко я увидел. Так. Ну, примерно, если он здесь был, перо я вижу. То на лету у него упало перо, или он где-то тут. Так, это возле елки, значит. И осина. Свалившееся дерево. Надо все это дело запомнить и дальше искать. И как будто в эту сторону головой он был. Что ты будешь делать, а? Ладно, ребят, буду искать. Просто так не буду сдаваться сразу. Потому что, возможно, мы и найдем. Одно перо только. Но попал конкретно я. Точный выстрел. Так, ищу дальше.